или иначе доходят до читателей, даже те, которые довольно сложно достать, а тексты, которые не публиковались нигде, ну, в общем, они не доходят до определенного момента. Давайте. Сходились молча, деловито, по одному и парами. Некоторые женщины взяли с собой детей. Дети тоже молчали, даже младенцы на руках, только кряхтели, пытаясь ворочаться. Одеты все были, как будто их только что подняли с постели и не дали времени собраться. В халатах поверх пижамы ночных сорочек, в клетчатых шлепанцах, в домашних туфлях с заячьими ушами. Одна совсем юная пара, едва прикрытая канареечно-желтым банным полотенцем, приплясывала босиком на гладких камнях брусчатки, но не просыпалась. Глаза обоих были закрыты, только у девушки подрагивали ресницы, да судорожно двигались глазные яблоки за опущенными веками. В этом и заключалась главная странность. Все они спали. Спали глубоко, крепко, покойно и размеренно дыша. Дети доверчиво посапывали. Огромного роста рыжий мужчина в красных атласных штанах и с голым куполообразным густо поросшим шерстью животом раскатисто храпел и при этом маршировал на месте, будто на плацу. А люди все стекались, пока площадь не заполнилась, и тогда спящие, словно по команде, неожиданно скоро стали строиться в колонну, а построившись, все так же молча и деловито двинулись по улице вверх, к президентскому дворцу. С соседних улиц подтягивались и встраивались в колонну все новые группы, а во главе внезапно оказался духовой оркестр. Грузные седые мужчины в однотонных фланелевых пижамах с расчехленными, сдержанно поблескивающими в свете фонарей инструментами, дирижер в широкой сорочке и плотном тканевом наушнике яростно размахивал руками. Музыканты подносили к губам инструменты, но не издавали ни единого звука. «Фонсека, ты видишь то же, что и я?» — хрипло спросил начальник караула капрал Мейрелыш. «Так точно», — шепотом ответил караульный Фонсека. «Что ты видишь?» «То же, что и мой капрал», — отчеканил караульный Фонсека, вытягиваясь во фрунт и не отводя глаз от неуклонно приближающейся колонны. «Тогда стреляй!» — каркнул капрал. «Чего ты ждешь?» Караульный Фонсека сглотнул. Колонна спящих катилась на него, как волна. Можно ли остановить волну выстрелом? «Можно», — прохрипел у него в голове капрал Мейрелыш. «Они же спят, их главное разбудить. Остановятся они сами». «Разбудишь сомнамбулу, разбудишь беду», — ответила капралу покойная матушка караульного Фонсеки. Она всегда говорила так, когда 8-летний Фонсека пытался растолкать ходившую во сне младшую сестру. «Разбудишь сомнамбулу, разбудишь беду», — повторил вслух Фонсека. «Со всем уважением, мой капрал». «Стреляй!» — заревел капрал Мейрелыш. «Это приказ». Караульный Фонсека передернул затвор, зажмурился, и в эту секунду раздался звон меди. Тромбонист в синей пижаме запнулся о выступающий камень и двинул кулисой тромбона ударника между лопаток. Ударник, ему снилось, что он едет в метро и поезд сошел с рельсов, попытался удержаться на ногах и всплеснул тарелками. Следом за тарелками испуганно взвизгнул кларнет, крякнул саксофон и, перекрывая все звуки, яростно взревела туба. Расходились быстро, испуганно, стараясь не смотреть друг на друга. Матери торопливо уносили детей, даже тех, что могли ходить сами. Дети капризничали, разбуженные младенцы извивались и вопили. Юная пара раздирала свое желтое банное полотенце. Девушка плакала. Никогда в жизни ей не было так стыдно, даже когда снилось, что она вышла на улицу голой. «Ты бы уступил, парень, ей нужнее, чем тебе», — осуждающий бросил кто-то. «Да пошел ты», — огрызнулся юноша, и так дернул за свой край полотенца, что девушка чуть не упала. «Погруби мне тут», — ласково сказал рыжий гигант в красных штанах и без труда отнял полотенце у обоих. Мимо них, подобрав полы сорочки и шлепая матерчатыми туфлями без задников, пробежал дирижер в наушниках. Ударник с тарелками гнался за тромбонистом и рычала, не желая успокаиваться, туба. «Да что же это такое?» — прорыдала девушка. «Ничего», — сказал гигант, — «бывает», и укутал ее полотенцем. «Дойдешь босая?» — спросил заботливо. «Да», — сказала она, — «спасибо». «А я как же?» — растерянно спросил юноша, прикрываясь руками. «А ты как-нибудь», — ответил гигант. «Фонсека!» — хриплым шепотом позвал капрал Мейрелыш. «Фонсека, ты видишь то же, что и я?» «Никак нет, мой капрал», — четко ответил караульный Фонсека. «Я вообще ничего не вижу». «Тогда вольно», — сказал капрал и закашлялся. Караульный Фонсека смотрел на пустую площадь и довольно улыбался. «Видишь, мысленно», — сказал он покойной матушке, — «не я их разбудил». «Что?» — спросила матушка сонным голосом. «Ничего, спи», — сказал караульный Фонсека, — «и я тоже буду». И действительно уснул, и даже не почувствовал, как капрал Мейрелыш вынул из его рук винтовку и, укоризненно покачав головой, поставил ее на предохранитель.